الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, словами «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». Алхамдулилля, по милости Аллаха, Он дал нам возможность еще раз собраться в мечети, в доме Аллаха, для того, чтобы прочитать намаз, и также послушать урок. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: тот, кто пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Из-за этого награда за получение знаний очень великая. И мы должны к этому стремиться, желать. Потому что если переводить это на материальное, то заработать 1500, съездить, это столько сил, здоровья и, конечно же, имущества надо. А здесь, альхамдулилля, по милости Аллаха, Он именно показывает достоинство получения знаний. Из-за этого мы должны стремиться хотя бы чуть-чуть, 10-15 минут, изучать нашу религию. Потому что, если посмотреть, люди, которые занимаются бизнесом или еще чем-то, он свою профессию постоянно изучает. Почему? Для чего? С какой целью? Потому что это необходимость. Если ты что-то возьмешь, а что-то не возьмешь, ты не будешь специалистом. И чтобы твой бизнес всегда развивался, приносил доход, ты тоже должен получать знания в своей сфере. Потому что есть конкуренты, которые тебе просто будут использовать какие-то технологии и обгонят тебя, и все. И ты потом будешь в убытке. А то, что касается нашей религии, то, к сожалению, мы на это смотрим как-то поверхностно. А ладно уж, я же намаз читать умею, я же ураза держу, достаточно. Так ведь? Но нет. Нет. Мы должны изучать свою религию. Должны. И сегодня хотел бы затронуть хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который передал Абдулла ибн Аббас. Абдулла ибн Аббас – это его двоюродный братишка. И вот здесь от него приводится, он говорит, рады Аллаху анхума, кунту хальфан наби, саллаллаху алейхи вассалям. То есть я сидел сзади пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на верблюде. Вот кто-то катался, на лошадях, то есть они тоже так ехали на одном верблюде. И Абдулла, он был сзади пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И вот в этот момент ему было примерно 10 лет. Муньеш. С одной стороны, если посмотреть, еще ребенок. Но с другой стороны, он уже был разумным. Многие родители говорят то, что да ладно, он еще ребенок, рано еще ему. Вот когда вырастет, когда ему будет 25-30, вот тогда поймет. Тогда уже может быть что? Поздно. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нам указал сейчас, с малых лет мы должны обучать. И вот здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, к нему обратился и сказал: факаль, я гулям, то есть, о, братишка, инни уаллимука калимат, я обучу тебе несколько слов. То есть вот это калимат, несколько слов, это указывает то, что этих слов будет мало, но они будут на вес золота. Смотрите, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла ибн Аббасу в 10 лет обучает очень важные вещи. Это указывает то, что надо с детства обучать. Уже с детства закладывать зернышко.
Вот здесь то же самое. То есть ты посадил это зернышко, и потом тихонечко его поливаешь, выращиваешь. Здесь то же самое. И вот здесь первое, скажем, выражение, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи говорит: «Ихфазилляха яхфазук». Храни Аллаха, и Он сохранит тебя. Как так? Как мы можем хранить Аллаха? Неужели Он в этом нуждается? Да. Вот под словом «да» здесь имеется в виду, мы должны хранить то, что Аллах Субханаху ва Тааля нам приказал, и то, что Он нам запретил. Приказы Аллаха – это наше поклонение, намаз, ураза, закат и так далее. И также мы должны себя оберегать, свои органы оберегать от чего? От греховных поступков. И вот этот месяц Рамазан, вот это поклонение ураза нас этому учит. Потому что мы понимаем, когда ты постишься, не только твой желудок постится. Не просто вот не кушаешь и не пьешь. Нет, не только это. А что? Все наши органы постятся. Руки, ноги, глаза, уши, язык. Они все постятся. Почему? Потому что если ты что-то не так сделаешь, что-то не так скажешь, что-то не то послушаешь, то твоя награда будет уменьшаться. И может быть такое, то, что в конце концов, к концу дня ты останешься с чем? Ни с чем. Ты просто как будто целый день голодал и все. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: храни Аллаха, и Он тебя сохранит. Многие говорят: времени нет, не могу еще я. Но мы должны понять, если человек свяжет свое сердце с Аллахом, то тогда он будет счастливым человеком. Потому что Аллаху достаточно сказать: кунь фаякунь, будь, и эта вещь сразу же сбудется. И вот здесь продолжение этого хадиса. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: иза саальта фас'алиллях. Если ты просишь о чем-то, проси у Аллаха. А мы в основе своей, когда Аллаха вспоминаем? Когда проблемы, болезни, когда ты уже все причины перепробовал, да? Ко всем врачам сходил, все таблетки выпил, потом смотришь: у меня же еще Аллах же есть. Последняя моя надежда. Видите? А в основе своей все должно быть наоборот. Мы должны понимать то, что Аллах Субханаху ва Тааля весь этот мир создал из ничего. И твою проблему или эту же болезнь Он тебе дал. И Он тебе может ее легко решить, излечить. Из-за этого обращайся к Нему. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ва иза ста'анта фаста'ин биллях». Здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: если ты обращаешься за помощью, то обращайся к Аллаху. А мы сначала что делаем? Друзья, связи, может там имущество, все перепробуем, а потом только обращаемся к Аллаху. Из этого мы вот эти фразы должны себе в сердце записать золотыми чернилами. Именно хранить Аллаха. Связать свое сердце с Аллахом. Если мы обращаемся, то мы должны в первую очередь обращаться к Аллаху. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Бакра что говорит? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Если мои рабы спросят обо мне, скажи: я близок. «Уджибу да'вата ад-да'и иза да'ан». Я отвечаю тому, кто у меня просит. Мы
люди по натуре такие, если к нам один раз подошел, дали, второй раз подошел, дали, третий раз, если он подойдет, скажет: все, хватит, иди к другому. А Аллах Субханаху ва Тааля, Он любит, когда к Нему обращаются. Он стесняется, когда ты поднимаешь свои руки и оставить эти руки пустыми. Из-за этого пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: если ты вспомнишь Аллаха в радости, Аллах вспомнит тебя в горе. А мы все делаем как? Наоборот. Нам, чтобы вспомнить Аллаха, нужна какая-то проблема, какая-то болезнь. Ну вы же, субханаллах, разумные же люди. Вспоминайте, давайте, когда нам хорошо. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля вспомнит нас, когда у нас проблемы. Иногда бывает, да, на никахе, например, родители говорят: мы поможем, если что, своим детям, да. Я уж много добавляю им. Я говорю: вы самое главное, не забудьте за них дуа сделать. Вот будет самая сильная помощь для них. Почему? Потому что вы обращаетесь к самому могущественному. Кому? К Аллаху Субханаху ва Тааля. И все. И продолжение этого хадиса пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Ва'алям, и знай, анна аль-уммата лау иджтама'ат аля ан янфа'ука бишайин, лам янфа'ука илля бишайин кад катабаху Аллаху лак». И если, говорит, все люди соберутся тебе помочь, то они ничего не смогут сделать, ничем не смогут тебе помочь, кроме как тому, что Аллах Субханаху ва Тааля тебе предписал. А мы знаем, когда записывается наше? Когда человек находится в утробе матери. Вот. И также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Ва иничтамау аля ан ядуррука бишайин, лам ядуррука илля бишайин кад катабаху Аллаху алейк». Если, говорит, все люди соберутся, чтобы тебе причинить вред, то они не смогут тебе причинить вред, кроме как того, что предписал тебе Аллах Субханаху ва Тааля. Из-за этого мы должны понять, что бы с нами ни произошло, то это нас никогда не минует. Язмаштану узмашюк. То, что тебе предписано, ты это должен принять, как бы тебе тяжело этого не было. Ты должен быть доволен этим. И, конечно же, просить у Аллаха: «О Аллах, помоги мне». И с другой стороны, радоваться, то, что Аллах Субханаху ва Тааля тебя не забыл. Он тебе хочет облегчить твою участь в судный день. Вот. И в конце пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Руфи'ат аль-аклам, ваджафат ас-сухуф». И подняты ручки, и все, уже страницы книг высохли. Все. Наше предопределение уже что? Написано. Из-за этого мы должны это принять. Канаат буларга тишбис. Если человек, он будет довольным то, что Аллах Субханаху ва Тааля ему предписал, то у него будет спокойствие в душе. А бывает такое: один сосед в Турцию съездил, другие в Дагестан съездили, а мы только в деревню можем съездить, картошку посадить. Вот так вот. Люди живут недовольны своим предопределением. Но ты, субханаллах, посмотри, есть люди, которые хуже тебя намного живут. Кто-то ходить не может, кто-то видеть не может. У кого-то холодильника открыть даже нету. Из-за этого, если мы будем довольными, то, иншаллах, Аллах Субханаху ва Тааля воздаст нам благом в этом мире. И дай Аллах, чтобы Он ввел нас в райские сады Фирдаус через врата Ар-Райян. Субханаллах, бихамдик, шаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر